В продолжении темы. В следующем году в России особое внимание обратят на сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сказал президент страны Владимир Путин. Инсульты и инфаркты по статистике – одни из самых распространенных заболеваний среди населения России. В Якутии качественную диагностику и лечение патологии сосудистой системы обеспечивает региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2. О его работе расскажет Павел Танин. Чем быстрее пациенту с инсультом или инфарктом окажут помощь, тем меньше последствий недуга будет у больного. А оперативность лечения и диагностики зависит от оборудования и квалификации врачей. И с тем, и с другим в региональном сосудистом центре дела обстоят хорошо. Специалисты одни из лучших в России, а оборудование отвечает всем стандартам. С первых же минут оказывается вся медицинская помощь по диагностике и по лечению. Да? Например, если взять человека с инсультом, за 40 минут мы проводим полностью все обследование. Работа врачей начинается в приемной палате отделения неотложной кардиологии. Кардиолог, анестезиолог и рентген-хирург осматривают пациента и определяют, необходимо ли проводить кожно-коронарное вмешательство, проще говоря, операцию. Если необходимо, то пациента отправляют в операционную. Прямо за моей спиной находится рентген-хирургический кабинет. И прямо сейчас рентген-хирург проводит стентирование коронарной артерии. За всем процессом он наблюдает через вот такой монитор, который установлен в операционной. А перед тем, как зайти в операционную, необходимо одеть вот такой защитный костюм, который весит от 8 до 10 килограмм. Через вену на руке или бедренную артерию хирург добирается до коронарной артерии и проводит стентирование, проще говоря, расширяет ее. Тем самым восстанавливается кровообращение в организме и снижается риск образования тромбов. Работа, можно сказать, ювелирная. После пациента отправляют в реанимацию кардиологии. Кардиологически больной в первые сутки, в первые двое суток после сосудистой катастрофы, скажем, он нестабильный. С ним в любой момент может что-то случиться. В реанимации пациенты круглосуточно находятся под наблюдением врачей. Даже в ординаторской стоит монитор, отображающий жизненные показатели пациентов. Примерно так выглядит работа двух отделений сосудистого центра. Всего их 3. Третий – это отделение неврологии. Здесь врачи занимаются пациентами с острыми нарушениями кровообращения мозга. Это инсульты и транзиторные ишемические атаки. Поступают вначале в отделение реанимации и в последующем после стабилизации состояния переводятся на раннюю реабилитацию. В большинстве случаев в реабилитацию включают лечебную физкультуру. Также с пациентами проводят занятия по восстановлению моторики рук. Эти процедуры необходимы больным для восстановления. Показателем хорошей работы отделения служит статистика. Еще 4 года назад только 20% людей, перенесших инсульт, возвращались к полноценной жизни. Теперь этот показатель составляет 60-70%. Подведем итоги. Больные сосудистого центра могут не сомневаться, что попали в надежные руки. Но чтобы не стать пациентом центра, врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни. Павел Танин, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.